Вообще, я искала комментарии, прям было много, прям, по-моему, 3 или 4 комментария, где меня просили, чтобы я рассказала о традиции Пештергенский вот этот. Я не нашла эти комментарии, но я нашла вот это. И я вот прям хочу это выделить. Дело в том, что вот Ханам правильно говорит, в казахском культуре нету разделения на мужское и женское. Это можно смотреть просто по нашему языку. У нас нету мужского и женского рода. Вот так. Такого гендерного разделения не нужно было, то есть не нужно было делить мужское и женское, просто оно не имело смысла. Было такое, женщина отвечает за духовный мир, мужчина отвечает за материальный мир. Соответственно, если мужчина отвечает за материальный мир, значит, он глава в доме. Но когда начинаются обряды, начинается тема магии, начинается ночь, главной становится женщина. И потому что это все относится к духовному миру. Кто был у меня в школе казахских орнаментов, эту тему прям отлично я разбираю, показываю, объясняю. Очень много что объясняет. И объясняет, как же в итоге устроены казахские орнаменты. Смотрите, в казахских традициях выходит так, что дом — это чисто женская территория. Даже муж, придя в этот дом, не может говорить, что где, как стоять будет, какой будет ремонт, скажем так. Юрту полностью обустраивала жена. Орнаменты все, что были изображены, тоже делала только жена. Либо она это готовила с помощью своих родственниц. Потому что приданое готовится буквально, когда девочка рождается, а уже индивидуально подгоняется, потому что есть такие общие смысловые значения, которые там, допустим, пожелания здоровья, достатка, там много скота, доблести там, и так далее, детей, как всегда. Есть еще такие индивидуальные орнаменты, которые, то есть вот когда девочка должна была выходить замуж, вот ее засватали, год дается на то, чтобы все готовили. Вот в течение этого года весь аул начинает помогать невестам, потому что в ауле могло сразу несколько невест выходить, вышивать конкретно под их семейную пару. То есть уже виден, какой жених из себя. Конечно же, все уже узнают его там слабости, либо наоборот его сильные стороны. И вот это все вышивается уже для индивидуально. То есть, допустим, тот же тускиис, сырмаки, текеметы, постельное белье, вот такие вот вещи уже вышиваются прям индивидуально. Под характер, слабости, то есть что нужно притянуть, от чего нужно защититься. Капец, я ушла, да? Короче, выходит так. И поэтому мужчина в этом особо не смыслит. И помимо того, для того, когда все это вышивается, туда закладывается магия, прям обряды проводятся, понятно? То есть все вещи в юрте — это магические вещи, которые так или иначе защищают эту семью, мужа и жену, и детей. Итак, юрта — чисто женская территория, чисто территория жены и даже не территория енешки. Только жена. Мужчина в этой юрте считается гость. Но есть юрты, гостевые были юрты. То есть там мужчины, кто не воевал, кто не охотился и так далее, они находились в этих гостевых юртах. И в эти юрты как раз приезжали путники. Вот такого понятия, что в любую юрту может зайти любой путник, такого не было. Это было запрещено. В юрту было запрещено, в семейную, чтобы заходил кто-то, тем более какой-то там мужчина. Это могло быть случиться только если какая-нибудь юрта одинокая. В ауле такого нельзя было делать, потому что юрта — это буквально один большой талисман, один большой амулет. В казахском ауле в юрту может заходить там определенная, ну вот, допустим, енешка, потом могут заловки зайти, кто еще, ну вот и все, в принципе, там парочку женщин. Даже вот это вот у нас, когда смотрят, что типа в юрту могут прибежать младшие братишки мужа, либо там дети от других жен, такого не было. Маленькие могли прибежать, малышня прям, да, но и то они все тусовались у Ажейки Енешки в доме, то есть юрта Енешки была отдельная, там могли все внуки быть, да. Когда Келендер ходили, то есть они по очереди ухаживали за домом Енешки, там убирались, кушать, стол накрывали, вот такое. Там вот все вот эти мальчики могли бегать. В других случаях, то есть в юрту Келен, кроме мужа, из мужчин никто не заходит.
понятно? И детей, конечно, ее личных. Блин, ушла вообще куда-то. Короче, по поводу гендерного. Получается, и вот, то есть все, что касается магии, мира духов, мужчина туда не залазил. Но он шел к жене за тем, чтобы она сделала какой-то обряд. Он мог вместе с ней участвовать. Так, мужчина в основном совершал обряды, скажем так, где-то в пути, на войне, вот в таком месте. Так. И когда идет общие такие, общеаульные, общеродовые обряды. Потом, то есть это про обычных мужчин сейчас говорим, не про шаманов. А в материальном мире женщина решала, то есть какие-то советы давала, вернее, не советы, а управляла только тогда, когда ее муж уходил, то есть он уезжал на войну и так далее. Короче, получается, в казахской культуре вот этого разделения мужское, женское не было. У каждого была своя роль. И было еще такое понятие. Семейные пары могли существовать только на двух правах. Две формы правления, или как это сказать. Когда муж и жена единомышленники, и вот как раз по супружеским сармакам отлично это видно. В школе орнаментов я это все показываю. И, то есть единомышленники, когда они в одну сторону смотрят, у них одно желание, так одинаково думают, одинаково управляют, к одному стремятся, да, хотя стремиться они и так должны к одному. И второе, это когда взаимодополняют, то есть они разные противоположности, но они в своих противоположностях идут опять же вдвоем к своим общим целям, да. Вот такое. Я, как всегда, начну одно, говорю другое. Но я думаю, все равно было интересно, да?